Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в аэропорту имени Леонарда Мэри, города Таллин. Погода в Таллине хорошая, температура плюс 19 градусов по Цельсию. Местное время 10 часов 15 минут. 10 часов 15 минут по таллинскому времени. Погода в столице отличная. Самое время бросить багаж в гостинице и прогуляться по старому городу Таллину. Окунуться в далекое прошлое, почувствовать себя героем исторических фильмов. Кстати, именно здесь, на этих узеньких и извилистых улочках, где мы и остановились, в самом центре старого Таллина, снимался один из известных и полюбившихся фильмов про Шерлока Холмса и доктора Ватсона «Собака Баскервилей». Как же приятно совершать экскурсию по следам этих героев. Вот та самая улица Пик. Ничего не изменилось. Те же двери, те же окна. Рядом та же забегаловка, где можно посидеть вечерком и наблюдать за тем, как старый трамвай медленно катится по каменистой узеньким улочкам, увозя туристов в прошлое этого замечательного города. Каждая улица, каждый дом, каждый камушек в старом Таллине представляет собой исторический экспонат. Это город-музей, внутри которого можно гулять бесконечно. Здесь все интересно. Прямо на улице для туристов организуются различные театрализованные представления, мини-спектакли, где главными героями становятся сами туристы. Огромные высотные дома со остроконечными крышами, красивейшие храмы впечатляют своей исторической давностью и привлекают сюда множество иностранцев. Старый город Таллин разделен на верхний, где когда-то проживала знать и богатые, и нижний город, где проживали ремесленники и рабочие. Когда-то эти два города были разделены огромной стеной. Удивительно, что по настоящее время эти стены сохранились, и когда гуляешь вдоль них, можешь почувствовать дух времени. Ты словно переносишься в Средневековье, XIV век, и это прекрасно. Одна стена называется Плачущей, вторая – Стена Раздора. По словам местных жителей, именно Стена Раздора разделяла районы богатых от бедного люда. На стенах развешаны картины. Здесь же художники рассказывают туристам о замысле картин. И, разумеется, туристы могут их приобрести на месте. Поднявшись на высокую стену, можно полюбоваться сверху живописными видами. Крыши старого города покрыты красной черепицей. Вдалеке виднеется Финский залив, порт. Панорама дарует массу впечатлений туристам. Чарующие звуки плачущей скрипки. Как же она заворожила! Слушать эту музыку можно бесконечно. Недалеко от скрипача сидела девушка с гармошкой.
а чуть далее молодой музыкант, который играл на старинном традиционном шведском инструменте никельхарпа. Этот музыкальный инструмент интересен несколькими модификациями, поскольку развивался более 600 лет. Но самым приятным и неожиданным сюрпризом для меня оказалось услышать гагаузскую мелодию в музее Старого Таллина. Как же это чудесно было встретить на Ратушной площади Петра, нашего земляка из села Кирсово. Невозможно пройти мимо, когда гуляешь по Старому Таллину несколько раз в день, оказываешься на Ратушной площади. Центральная – самая большая площадь, где по праздникам бывают различные гуляния, а летом открыты многочисленные кафешки. Пожалуй, на этом я завершу экскурсию по Старому Таллину. В этом материале мне хотелось продемонстрировать, насколько эстонцы дорожат своей культурой и традициями. А ведь нам в Гагаузии тоже есть чем гордиться, чем привлекать в наши районы туристов. Только вот нужно нам для этого совсем немного. Всего лишь научиться ценить наши исторические объекты, охранять их, превращать в исторические музеи под открытым небом, те же старые дома, улицы, колодцы. А ведь не секрет, что каждая улица, каждый дом, каждый колодец, где мы проживаем, имеет свою историю, свою традицию, свою культуру.